Когда мне говорят о том, что вот гагаузы сепаратисты, что с ними невозможно найти общий язык, я говорю, что я не считаю так. Я считаю, что гагаузы очень... я сейчас не говорю комплиментом этим людям, потому что я Но говорю, мне я... очень приятно это слышать, я Да. отмечу. Нет, вы же знаете, как я... один пример только я вам приведу. Вы же знаете, как я боролся за Стоянова и борюсь до сих пор. Я не знаю, если вы знаете, но у Плохотнюка был отдел по работе с унионистами. У него был отдел по работе с унионистами. У него То был есть, бюджет унионистов. Да, у него был бюджет на унионистов. Вы не заметили, что в момент, когда убежал Плохотнюк, унионисты исчезли? Они не стали уже провоцировать русских в Бельцах, не стали уже провоцировать гагаузов в Камрате. Они же этим занимались. Филат доказывает, что есть жизнь после смерти. И на других молдавских каналах, где меня не приглашают, потому что я говорю против власти, которые они любят, в которые они влюблены. Я говорю против их иконы Майса. Макану Серджио родился 6 июня 1961 года в селе Чебалакчи, тогда Кагульского района, в семье учителей. Закончил физико-математический факультет Тираспольского педагогического института. Работал учителем, директором школы, заведующим отдела культуры и заместителем председателя Кантемирского района, редактором газеты «Цара». Был депутатом 2 созывов. Работал советником президента Воронина. Был обвинен в попытке госпереворота после событий 2009 года. Сидел в тюрьме 4 месяца. Оправдан. Служил в войсках карабинеров во время Приднестровского конфликта. Был ранен. Награжден орденом Штефан Челмари. Пилот и парашютист. Ныне является лидером партии «Республика Унирий». Любимая цитата: «Never give up» – «Никогда не сдаваться». друзья, привет! В эфире «Большая игра», с вами я, ее ведущая Нина Демогла. Сегодня у нас в гостях политик, которого вы хорошо знаете как лидера движения «Антимафия», Серджио Макану. С недавних времен партия называется «Республика Объединения». Об этом мы тоже сегодня поговорим. Господин Макану, здравствуйте, рада вас приветствовать на ГРТ. Здравствуйте, я рад приветствовать вас и ваших телезрителей. Я так понимаю, что это ваша передача больше для людей южных районов республики. Я тоже с южных районов республики. Я жил всегда рядом с гагаузами, с болгарами. Уважаю всех и считаю себя частью вот того сообщества с юга Молдовы. Во-первых, ГРТ транслирует в системе мультиплекс, и так как у нас приходят разные гости, и все высказывают свое мнение, ГРТ очень смотрят по всей республике. У нас 100% покрытие. Пока. Вот. Второй момент, когда вы представляли себя, я вспомнила фразу, которую приписывают к Вольтеру. Я могу быть не согласен ни с одним вашим словом, но я готов умереть за ваше право говорить. Вот. Да. Я очень часто не согласна с вашим мнением, но как человека я очень вас уважаю за вашу позицию, за то, что вы очень честный человек. И есть очень много качеств, которые я вас знаю, и я всегда с огромным удовольствием с вами общаюсь, хотя, повторюсь, со многими моментами я не согласна, но вы иногда говорите очень интересные идеи, и вас очень мало зовут на республиканское телевидение. Вы иногда озвучиваете такие факты, идеи, новости, которые народ должен знать. Поэтому будем с вами говорить. Господин Макану, начнем с того, что 9 августа на съезде партии вы решили сменить название партии, которая называлась «Движение антимафия», и сейчас она называется «Республика Объединения». Скажите, почему мафии уже в Молдове не осталось? Во-первых, Нина, спасибо за ваш вопрос. Я добавлю к тому, что вы сказали, что я, в принципе, и говорю для несогласных. Мой месседж обращен к несогласным. Я идеалист, я романтик, я считаю, что могу с несогласными найти общий язык и найти и общие действия.
Я очень рад говорить для ваших телезрителей, тем более, что большинство, может быть, из них не согласны со мной. До того, как я начну объяснить, я готов работать в этой жизни для того, чтобы объяснить мою позицию. Я очень уверен, что люди тогда, когда меня поймут, мы найдем общий язык. Республика Унири или Республика Объединения – это вторая Молдавская республика. Я говорю о том, что первая Молдавская республика изжила себя, мафия в Республике Молдова не закончилась, и мы не поэтому поменяли название, а потому что после захваченного государства у нас пришло несостоявшееся государство, потому что сегодня те люди, которые пришли к власти, они больше некомпетентны, то есть к тем мафиозным структурам добавилась прослойка людей некомпетентных, глупых, я даже скажу, я не выбираю слова в этом случае, потому что то захваченное государство после захвата ее мафиозными структурами, оно сейчас стало несостоявшимся государством, потому что пришли люди без воли, безвольные, люди некомпетентные и люди, которые не имеют своего видения на этот мир, на Республику Молдова и так далее. Сейчас скажу про нашу республику. Я считаю, что та республика, которая была создана 27 августа 1991 года, она изжила себя, и она не может служить уже интересам, чаяниям и воле людей, живущих в Республике Молдова. Я ратую за вторую республику, потому что люди, которые живут здесь, румыны, гагаузы, болгары, русские, украинцы могут, я уверен в этом, могут создать сообщество людей, которые поймут друг друга и которые на учредительном собрании решат на эту вторую республику, как им лучше жить. Потому что Первая республика нас, в принципе, поссорила. Мы тогда были другими, мы сейчас стали другими, мы повзрослели. И я уверен, что мы можем найти общий язык тогда, когда мы сможем найти общие интересы. Я не националист, я презираю национализм. Я никогда не был среди националистов. И когда говорили об объединении с Румынией, в принципе, говорили, в принципе, люди с националистическими убеждениями. Но то, что я замечаю сейчас, Россия умирает под режимом Путина, и вместе с ней умирают в Молдове и унионисты. Унионисты, те унионисты, националисты. Я не говорю о Румынии, о большой Румынии, я не говорю о захвате территорий, я говорю, что мы, люди, живущие здесь, должны найти наш интерес. А наш интерес в этом мире, который очень много меняется, и эта война очень много поменяет и в геополитике, и в мышлениях людей, и в чаяниях людях, и в интересах людей и так далее. И я говорю, что мы на учредительном собрании, вот это сообщество людей, можем найти общий язык и пойти по пути интеграции в Евросоюзе, потому что я говорю, что это объединение, которое я предлагаю для общего рынка, для общих интересов и много других вещей, которых нет времени мне сейчас говорить, потому что я долго буду говорить. Я думаю, что я даже буду встречаться с людьми из Гагаузии, из Бельца, из других регионов, которые большинство не согласны со мной, и буду это объяснять, в чем интерес каждого человека и в чем интерес сообщества людей. Я считаю, что мы очень похожи друг на друга. Я не вижу больших разногласий между нами. Эти разногласия, они были из-за того, что мы, наверное, мало общались. А когда мне говорят о том, что вот гагаузы сепаратисты, что с ними невозможно найти общий язык, я говорю, что я не считаю так. Я считаю, что гагаузы очень... Я сейчас не говорю комплиментом этим людям, потому что я Но говорю... мне очень приятно это слышать, я отмечу. Нет, вы же знаете, как один пример только я вам приведу. Вы же знаете, как я боролся за
за Стояноглу и борюсь до сих пор. Да, да. Я даже в тот момент, когда они так нагло и противозаконно арестовали Стояногла, я вышел на площади вместе с Да, вы моими были на митинге, да, я я сказал, вас сегодня снимала я даже. вернусь то есть без никаких лживых действий и так далее. Я сказал, я здесь, я считаю, что Стояногла честный человек и так далее. А почему я это сказал? Потому что из-за того, что мы не общались долгое время, я нашел, что один из мотивов, по которому не восприняли так, как нужно Стояноглу, был мотив, что он гагауз. И не потому, вот не по этническому, а потому что он был как бы не свой. Молдаване живут в своем клане, они живут своими родственниками, продвигают им, а как бы Стояногла посчитали чужим, и что он является как бы очень легкой жертвой для того, что они сделали. И поэтому я и выступил тогда, и буду выступать буду бороться за права любого человека в этой стране, гагауза, болгарина, русского и так далее. Я это объясняю почему. Не для того, чтобы вам говорить комплименты, а потому что это моя сущность. И я, когда говорю о объединении, о другой республике, напоминаю людям, что Франция сегодня на 5-й республике. Меня не поняли молдаване, когда я шел и говорил ей по 2-й республике, они говорят, а что нам не хватает, вот республика Приднестровье, гагаузы тоже хотят свою республику. Они не понимали, что я говорю о другой республике, не о сепаратистской республике, а о том, что мы должны изменить эту конституцию, изменить наше общение и многое. И этим мы сможем добиться очень много. Я даже предлагаю в этом проекте Второй Республики, который называется Республика Объединения или Республика Унирий, я предлагаю там даже налог на объединение, чтобы люди сразу это воспринимают. Да что нам не хватает налогов? Это самый лучший элемент для того, чтобы мы стали другим обществом. Потому что, когда люди платят небольшой налог на это, они будут частью этого. И не будут считать, что румыны решили свою проблему, а мы, гагаузы, остались неудел. Нет, каждый должен иметь свою долю в этом, и каждый должен иметь свои права в этом. Потому что мы можем в один момент, я это рассказываю людям, потому что многие вещи, геополитические вещи, которые происходят вокруг нас продвинут к тому, чтобы мы решали правильно наши проблемы. Потому что то, что происходит сегодня на Востоке, это надолго, и будут рушиться еще много идеологий, восприятий мира и так далее. Господин Макану, я до конца тоже не понимаю. Вы Республика Объединения. Вы хотите объединить всех внутри Молдовы или вы ратуете за то, чтобы Молдова объединилась с Румынией? Какая ваша основная идея? Какая идея вашей партии? Я не сказал, потому что мне хотелось выдать вот этот месседж. Я объясню. Дело в том, что Республика Молдова сегодня является... Республика Молдова идет по пути интеграции в Европу. Каждая страна, которая интегрируется в Европе, она интегрируется, она делегирует часть своего суверенитета структурам из Брюсселя. Я предлагаю, чтобы мы делегировали часть нашего суверенитета Румынии, Бухаресту. Часть или полностью мы должны стать частью Румынии? Полностью должны стать частью Румынии. Но когда говорю, полностью должны стать Румынией, но когда говорю об этом, я имею в виду, что мы делегируем через законы, которые принимаем, и принимаем участие в структурах общего государства. Не общего государства, а единого государства. Мне нужно очень много времени это объяснить.
Мы не будем сейчас, господин Макану, извините, у нас просто время ограничено, я хочу поговорить и о ситуации в стране, но все-таки это немного, я хочу коротко это объяснить и понять, потому что я, когда готовилась к вашей программе, я разговаривала с одним румынским политологом. Он, ну, он просил не говорить вот про эту частную беседу, поэтому я его не озвучу, но очень коротко. Я с ним, когда общалась по поводу того, что как смотрят сами румыны на объединение Молдовы с Румынией, и он сказал, что ВИС, они называют румыны это мечтой, да, ВИС это мечта, да, если дословно. Вот. И он мне объяснил, почему. Он мне объяснил так, что на сегодняшний день Румыния не готова взять Молдову ни финансово, Румыния не готова взять Молдову, ни законодательство не приведено в порядок. На это нужно время, на это нужны большие деньги. Второй очень большой вопрос. Если Басарабия, например, войдет в состав Румынии, мы знаем, что прекрасно всполошатся венгры, всполошатся болгары. Это ж может привести к очень серьезному геополитическому конфликту, не так ли? Нет, наверное, ваш собеседник не... Во-первых, то, что... Нет, давайте так. В Румынии есть очень много проблем. Я не считаю Румынию очень состоявшимся государством. В Румынии есть очень много проблем. А я считаю, что вот две страны, у которых много проблем сегодня, могут решить вместе эти проблемы. Я не говорю об изменении границ, чтобы вы меня очень правильно поняли. Я не говорю об изменении границ путем аннексии каких-то территорий. Я говорю о волеизъявлении, потому что румыны живут и в Венгрии, румыны живут и в Украине, и в других государствах. Я говорю, что у нас, у молдаван, есть инструмент, это государство, который может это сделать. Понимаете? Дело в том, что процесс объединения с Европой, он может быть процессом объединения с Румынией, и мы от этого выиграем больше, чем от простого объединения как государства с Европой. То есть процесс объединения с Европой должен быть точно таким же, как процесс объединения с Румынией. И я могу показать людям по пальцам нашу выгоду в этом. Прагматично, очень, очень, потому что это государство, Республика Молдова, оно уже состоявшимся уже не будет никогда. Мы будем мучиться очень долго, и наши дети будут мучиться, а это государство не объединится ни с Европой, ни с Румынией, если мы не примем сегодня правильное решение. Я понимаю, что люди трудно, особенно людям, не говорящим на румынском, людям, которые идеологически живут другими идеями. Но я думаю, что этот диалог нам надо начать уже, потому что националисты все испортили. Я говорю о румынском европейском цивилизованном государстве, которым он уже по большому счету таким является. Правда, Румыния, политический класс Румынии безвольный. Он доказал, что очень многие вещи не умеет делать, а мы можем это делать путем процесса объединения, и Румыния станет другой, и мы станем другими. Но, господин Макану, почему вы уверены так, что если, например, Басарабия войдет в состав Румынии, болгары тоже могут считать, что Добруджа, что Цинутл, Сикуевка, они тоже будут лучше жить в составе Болгарии, а не в Румынии? Да, болгары или румыны из Украины. Давайте говорить о румынах. У румын из Украины, или у румын из Сербии, или у болгар из Болгарии нет государства. У молдаван, а я когда говорю молдаван, имею в виду и гагаузов, да, то есть как политическая нация. У молдаван есть государство, я про государство говорю, о волеизъявлении государства. То есть государство Республика Молдова, потому что никто не даст оттяпать территорию друг у друга. Ни в коем случае. Я говорю о волеизъявлении второй республики Молдовского государства, который решит объединиться с Румынией, так как решает объединяться с Европой. Я об этом говорю. Не о том, что Румыния
требует какие-то территории. Поэтому я не говорю о Бессарабии. Бессарабия – это другое понятие, и Бессарабия есть и в Украине, и мы можем помешать все. Я говорю, еще раз говорю, об Второй Молдавской Республике, которая волеизъявления людей решает этот вопрос. Я об этом говорю. Я только об этом говорю. Не об изменении территории, что Румыния хочет оттяпать территорию, вот эту Бессарабию. Нет, я говорю о том, что мы решаем, что мы не можем дальше жить в несостоявшемся государстве. Мы не можем так жить в этих непонятных конфликтах. И мы решаем вместе, с кем лучше быть. А я вас уверяю, что лучше для нас и по ценностям нашим, и гагаузов, и молдаван, и по интересам нашим, и по другим параметрам нам лучше будет сделать вот этот шаг. А для этого нужна очень большая работа. Я готов эту работу выполнить. Господин Макан, ну я также, вы знаете, очень часто, ну, мне, по крайней мере, он импонирует, ну, не знаю, как вам, есть такой румынский актер, он также политический деятель, очень творческий человек, Дан Пурик. Он мне не импонирует, я его считаю фанатиком, на которого не надо равняться и даже слушать не надо. Таких фанатиков слушать не надо. Это фанатик, это религиозный фанатик, это религиозный националист. Я не отождествляю себя и не советую никому пойти по этому пути. Ну, он, в общем, но в любом случае, он рассказывал о том, как во времена Сталина, да, Украина ушло из Молдовы, Измаил, Белгород, Черновцы, Хатин. Вот если Молдова будет вступать в Евросоюз, будет справедливо, чтобы и эти территории, как он говорит, пошли с Молдовой в новую румынскую страну? Нет, не будет справедливо, потому что они сегодня являются частью другого государства. Это будет провокацией. Я очень много боролся против тех провокаций, которые шли от российских спецслужб до начала этой войны. Я умиротворял очень много горячих голов из той части, из Румынии, которые начали уже поднимать голос и говорить о требовании Украины для того, чтобы забрать Северную Буковину или юг Молдовы и так далее. Мы не об этом говорим, и этих фанатиков надо гнать в шею. То есть мы не об этом говорим. Те территории исторические, которые были у Большой Румынии, которые являются частью Украины, не могут стать частью этого проекта, про который я говорю. Я говорю только о государстве Республики Молдова, в тех территориях, которые она сегодня, который решает объединиться с Румынией. Потому что единственные, у которых есть этот инструмент, это у нас. У нас есть государство, а государство – это инструмент. У румын, живущих в Украине, в Сербии, в Болгарии нету такого инструмента. И они будут жить в своих странах, они будут европейскими странами, мы будем общаться на культурном уровне. Вот гагаузы. И мне очень импонирует то, что гагаузы налаживают связи с Турцией, потому что Турция сегодня, я просто изучаю и знаю, что в Турции есть прослойка людей очень открытые умом, душой и так далее, очень цивилизованные люди. Я очень был бы рад, если бы Турция была бы частью вот этого проекта, про который я говорю, об объединении, потому что мы должны говорить и с Турцией, и с Болгарией, и с Венгрией и так далее. То есть нужна дипломатия в этом смысле. И Турция нам поможет очень много в этом, потому что элита, турецкая элита, мне очень импонирует турецкая элита. Я поэтому и говорю, что нам нужен очень доскональный разговор на эту тему. Еще раз, чтобы обобщить. Не идет речь о территориях. Я вообще вот эти исторические, я люблю историю, но я люблю искать в истории наши болезни сегодняшние там, в истории. Потому что многие люди, в основном националисты, очень много давят на историю и хотят те болезни, которые были, ложить на наши головы. Не об этом идет речь. Не об перекройке территории. Территории уже давно
уже границы были созданы и так далее. И мы видим, какая большая война вышла из-за того, что люди начали перекраивать территории. Не про это. Я говорю про государство, которое является инструментом для волеизъявления народов. И мы, вместе живущие здесь в Молдове, можем найти общий язык и найти выход из этой безвыходной ситуации. Потому что ситуация наша очень близка к краху. Вы говорите про румын, которые проживают на Украине. Там есть много румын. Как вы смотрите на то, что сейчас практически им не дают возможность изучать румынский язык, что закрываются православные храмы? Я смотрю на это с той точки зрения, что Украина имеет большой шанс стать европейской страной, и что и выполнить все, то есть если бы Украина стремилась к другой части мира, к России, я был бы очень осторожен. А сейчас я считаю, что если Украина станет членом Евросоюза, все эти проблемы решатся. Все эти проблемы решатся. И проблема там в другом немножко. Проблема там в Украине в том, что румыны в Украине, они тоже разделены, так же, как и в Молдове. Часть из них считают себя молдаванами, часть считают себя румынами, и украинцам очень трудно в этом вопросе разбираться. Это надо им разбираться, так же, как и нам. И когда Украина станет европейской страной, а она идет по этому пути, все эти проблемы решатся так, как они решились в Румынии, скажем. Румыния, я не знаю, если вы знаете это, но Румыния в плане национальных меньшинств является примером для очень многих даже западных стран. Там как решился национальный вопрос. Там две палаты парламента, и там есть представительство всех народов в Румынии. Всех народов. А знаете, почему, господин Макану? Извините, что перебиваю. Знаете, почему? Я знаю, почему. На мой взгляд, потому что там есть венгры, которые, не дай бог, нарушатся их права, они не гагаузы даже. Они так отстаивают каждый сантиметр своих прав, что там у румын просто вырванные годы. Не только потому, что есть венгры. Там есть и цыгане, там есть и русские, там есть и... Не только потому, что там есть венгры. Потому что в традиции этого народа есть уважение к нацменьшинствам. Я поэтому считаю. И нацменьшинства будут чувствовать себя очень вольготно в европейской стране, которой должна и станет Румыния. Господин Макану, У меня есть столько энергии, что мне кажется, что я смогу доказать всем, что для нас лучше вот так, в этом бушующем мире. Я еще раз повторю, что это ваше мнение, и я, наоборот, содействую тому, чтобы об этом мнении узнали люди, потому что у вас есть своя позиция. Но хотела бы также спросить, вот вы говорите, Украина, я очень рад, что она идет, не смотрит в сторону, например, России, а смотрит в сторону Евросоюза. Вы очень агрессивно настроены против России, но как вы вообще смотрите, я вам напомню о том, ну сейчас вы выскажете свою позицию, я хочу вам напомнить о том, что король Михай – это легендарная личность, это человек, который создал Румынию, можно так сказать. Он был орденоносцем, да, он был человеком, который одним из немногих, который получил Орден Победы господина Сталина. И также хочу вам напомнить о том, что в Бухаресте центральная площадь не называется площадью Штефана Челмари, а называется в честь великого дипломата российского Киселева, который помог реализовать очень серьезные реформы в Румынии, не так ли? Нина, во-первых, я не агрессивно настроен
против России. Это Россия агрессивно настроена против нас всех. Режим Путина и Россия в том числе. Я был готов сражаться за эту землю еще раз оружием в руках, если бы они дошли до нас. Они бы дошли, если бы Украина не устояла против этой агрессии. Режим Путина обречен, он падет, а Россия должна будет пройти очень большой путь от блатного языка и блатной страны к Достоевскому, Толстою и так далее, к большой русской культуре, которая в принципе является культурой европейской, которая была убита на корню большевиками. Вот когда и России еще предстоит пройти очень большой путь для того, чтобы стать цивилизованной страной. Сначала Украина станет после победы в этой войне. Украина дала нам очень много шансов, чтобы я смог говорить сегодня свободно о своем проекте и о нашей евроинтеграции. А у России я очень, я с большим, то есть с сожалением смотрю на немного русских либералов и людей, которые сегодня оказались за границей, без страны и так далее. Кроме этого, я очень рад за моих сограждан русских, которые живут в Молдове и не являются россиянами, потому что они сегодня другие, чем россияне, и у них есть другое будущее, чем у россиян. Я не делаю отличий, я никогда не стану кого-то обижать по этническому принципу и так далее. Я русских в Молдове считаю своими братьями и согражданами. А Россия – это агрессивное государство, и она агрессивна и против моих русских тоже. Моих русских, я не лукавлю, когда говорю. Русские из Молдовы – это мои русские, это мои сограждане, это мои собратья и так далее. И Россия агрессивна настолько же против них, как и против меня. И у русских в Молдове, так же, как и у гагаузов и болгаров, моих болгаров, я рос в болгарском селе, у нас есть вот это, могу сказать, даже счастье, или что мы далеко, и они не дошли до нас. Насчет румынского короля, не создавал он Румынию, создавали Румынию его потомки вместе с румынами. А я не являюсь монархистом, я республиканец. И я не буду сейчас встревать в исторические дискуссии, потому что история, к сожалению, стала идеологией. И многие люди живут в этой истории и уже запутались в ней. Я смотрю на историю только для того, чтобы понять, откуда к нам поступили все наши идеологические болезни. Вы сказали, я не могу сейчас вас процитировать, но я читала внимательно, после вашего съезда вы лично сказали о том, что мы будем настоящей партией объединения. То есть вы сказали о том, что другие были псевдоунионисты, что они не настоящие унионисты. Ну, вот я хочу спросить, но вы сейчас объясните, если вы не это хотели сказать, вы объясните, потому что процитировать у меня сейчас нет возможности. Но чем вы отличаетесь от других унионистов? Вот, ну, например, госпожа Павличенко, она уже ушла, я как понимаю, с поста председателя. Есть господин Белецкий, есть господин Костюк, Василий Костюк. Как вы относитесь к этим унионистам? Я к ним не отношусь никак. Дело в том, что то движение, унионистическое движение в Молдове, да и в Румынии, вот в Румынии есть как бы унионистические партии, как партия АУР, вот этого Джорджа Симеона, или как он был и здесь, и делал объединение. Да, Шушака оттуда, кажется, Диана Шушака. Они, наверное, являются практически моими врагами. Я не знаю, я не понимаю, не то, что не понимаю, я понимаю, откуда идет речь и откуда растут ноги такому унионизму. Но они ближе к России, потому что сейчас, когда
умирает Россия Путина, умирают и эти унионисты. Я думаю, что эти партии унионистические в Молдове, они были, многие из них были агенты спецслужб российских, и их даже финансировали для того, чтобы они так себя вели и так далее. То есть вот этот их националистический настрой, и то, что они настроили против румын всех нацменьшинствах, и вот этот национализм для меня неприемлем. Я не живу ихними догмами, я не живу той идеологией и так далее. Я считаю, что у нас у всех есть интерес объединиться в одну страну, потому что у нас сегодня, я бы ратовал за независимость Молдовы, если бы у нас были бы шансы. У нас этих шансов нет. Я не знаю, если они были, я думаю, что их и не было, потому что так как мы построили первую республику молдавскую, мы ее сначала построили на принципах далеко от принципах цивилизованных и реальных. И то, что я говорю, это никак не имеет отношения к унионистам, таких, как вы их знаете. Я в том отношении, в котором они являются унионистами, я не являюсь, потому что эти люди дали всегда понимать всем в Молдове, что румыны решат свою проблему, вот мы, румыны, решим свою проблему, а другие нацменьшинства в Республике Молдова должны подчиняться этой воле. Я не говорю так, я не считаю так, я считаю, что это дико. Я считаю, что мы должны убедить наших сограждан, что это сообщество людей для нас выгоднее, для нас целесообразнее, для нас во всех планах лучше объединяться с Румынией. Ну, партию АУР вы объяснили. А что вы можете сказать про господина Василия Костюк? Он тоже вроде бы борется с коррупцией Я ничего не могу сказать. Я не знаю, чем он борется, что он делает. Я ничего не могу сказать про него и не буду говорить. Он, конечно, не король Михай, но я не наблюдаю, не знаю и не хочу знать, чем занимаются такие люди. Какие? Как Костюк, как другие. Угу. Я не знаю, если вы знаете, но у Плохотнюка был отдел по работе с унионистами. У него был отдел по работе с унионистами. У него был бюджет унионистов. Да, у него был бюджет на унионистов. Вы не заметили, что в момент, когда убежал Плохотнюк, унионисты исчезли? Они не стали уже провоцировать русских в Бельцах, не стали уже провоцировать гагаузов в Камрате. Они же этим занимались на деньги Плохотнюка. Они провоцировали всегда межэтнические конфликты. Для меня это дико. Для меня это дико. И я прихожу к болгарам, к гагаузам и русским и говорю, почему я считаю, что объединение с румынами, с Румынией, не с румынами, а с Румынией, это лучший вариант для всех нас. И у меня есть доводы. Я готов с этими доводами прийти к моим согражданам и сказать, я не хочу идти в Румынию без вас. Я не хочу это сделать без вас. А кто входил в этот отдел униониста, отдел унионизма Плохотнюка? Одного из них вы сказали, а остальные все унионисты тоже там в этот отдел входили и были финансированы из этого бюджета Плохотнюка. А многие из них были финансированы и российскими спецслужбами, и провоцировали это все. Конечно, я не сторонник этого, и я не там. Вы знаете, что меня эти унионисты просто ненавидят. Потому что, когда я им говорю о том, что Антонеску был военным преступником, они готовы меня убить. Ну как, это же международный трибунал признал. Конечно, я считаю его народным преступником, то есть военным преступником. Он убил столько евреев. И когда его отмывают от этого, меня это бесит. Чтобы вы до конца поняли меня, я совсем не имею никакого отношения к такому унионисту. Но я хотела бы, чтобы мы завершили этим тему. Хотя бы в этом я вас убедил, что я с этими никакого отношения не имею. Я хочу сказать, что во второй части программы я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили по поводу
отошли уже от идеи унионизма и поговорили о делах насущных. Их очень много, потому что Молдова в преддверии местных выборов и так далее, о ваших политических планах, о том, что происходит в Гагаузии. Я хотела бы, чтобы мы в этом русле продолжили нашу беседу. Господин Макану, буквально накануне в Гагаузии прошли выборы Башкана. Как вообще вы в целом оцениваете ситуацию в автономии? Мы видим, что идет сейчас и противостояние между республиканскими властями, власти автономии не могут найти между собой общий язык. Как вообще вы на это все смотрите? Неоднозначно смотрю на это все, и у меня нет утвержденного мнения про то, что происходит. Мне больно то, что там происходит, потому что я понимаю, что этот выбор, который сделали Гагаузу в пользу кандидата Шора, это из безвыходности. Это значит, мне только говорит на удаленке, где я нахожусь в Кишиневе, мне говорит о том, что гагаузы, так же как и молдаване, обеднели очень много в этой ситуации, в которой мы находимся, что они проголосовали за такого кандидата. Но это их выбор. Я считаю, что молдавские власти действуют очень неправильно по отношению к этому кандидату. Гагаузы выбрали. И если я тогда им предложил, этим людям, которых я очень их не уважаю, так же, как мафиозных структур не уважал, так не уважаю эту власть Майя Санду. И я считаю, что я им тогда предложил, а чего вы собачите сейчас, извините за выражение? Вы должны были иметь своего кандидата и пойти и говорить с гагаузским народом. Если бы вам не понравилось, как действует там Шор, это все высказать, это все писать, доклады и так далее, в ЦИК и так далее, и бороться при выборной кампании. Вы не имели своего кандидата, вы не говорили с этими людьми, а сейчас вы это все делаете. Они должны были иметь своего кандидата, как партия власти, они должны были находиться там и так далее. Кстати, смотрите, я говорила, у меня до вас в программе был господин Нантой, Уазу Нантой, который сказал, что ПАС в Гагаузии считают, я не могу сейчас процитировать, оскорбляют, на этого кандидата будут показывать пальцем. Хотя я не согласна с этим. Гагаузы довольно-таки интеллигентные, дисциплинированные люди. То есть мы не те, которые будем просто так, да, ненавидеть человека от того, что он от какой-то партии. Но, с другой стороны, он прав в том, что у ПАС действительно очень низкий рейтинг. А при чем тут их рейтинг? Причем тут их рейтинг? Если бы они не заботились о своем рейтинге, а заботились бы о судьбе гагаузов, о судьбе Республики Молдова, они бы имели своего кандидата. Этот кандидат должен был быть там, объяснять, что с этим кандидатом, что с Шором и так далее, и так далее. Причем тут их рейтинг? Я не воспринимаю такие доводы. Люди, когда приходят к власти, должны понимать, что они получат очень много от людей, которым обещали и так далее. И они партия власти, они должны были быть с гагаузским народом. Что за них бы не проголосовали, и причем тут, а мы что, должны заботиться о их рейтинге? Они партия власти, они должны были присутствовать там. Кстати, мы говорили о моем проекте «Вторая республика». Вы знаете, у меня в этом проекте «Вторая республика» есть, я там говорю о том, как мы должны себя вести в Камрате, в Бельцете и так далее. Я считаю, что органы центральной власти должны присутствовать в Камрате, и мы там в Камрате должны заниматься каждый день инвестициями для гагаузской автономии. И в Бельцах тоже, и везде тоже. Но то, что молдавские власти не занимаются этими инвестициями, турецкими инвестициями, европейскими странами, румынскими инвестициями и так далее. Это должна центральная власть прийти туда с проектами. То есть центральная власть должна общаться. Я считаю, что мы путем общения, даже путем тем, что мы будем ссориться, а ссора – это хорошее действие, когда мы все говорим на чистоту друг друга, и из этим исходит наши действия в будущем. Я поэтому и говорю, что все, что происходит сегодня, это от несостоявшейся этой республики, от несостоявшейся центральной власти.
Я не обвиняю гагаузов ни в чем. Я считаю, что молдавская власть несостоявшаяся. Станет еще раз госпожа Майя Санду президентом? Я считаю, что она может стать президентом только в случае, если она войдет во второй тур с Додоном. Поэтому я считаю, что если социалисты, то есть меня очень насторожило тогда, когда они опять избрали как бы своим лидером Додона. Потому что Майя Санду бы не стала президентом страны, если бы не был кандидат Додон. Ну, господин Макану, извините, но я знаю, у вас личностное, да, вы не любите Додона, потому что Да при у чем вас тут есть... личные мои? У меня, да, Вы... я признаю, что... Я не знаю, но... вообще, господин Макану, вы мне чем и нравитесь, что я не знаю ни одного политика, к которому вы относитесь с симпатией, вот в Молдове, да, вот я не знаю никого. Вам про всех есть что сказать. Я не пришел в политику, чтобы говорить комплименты политикам. Я себя не жалею, их не жалею, потому что это публичная деятельность. Я считаю, что этим людям пагубно говорить какие-то комплименты. Их Я и надо говорю, Да. что я за это вас уважаю. Я что вам хочу сказать, Извините, дополнить. это не то, что я плохо к нему отношусь, я также отношусь и к Майе Санду. Но проблема в том, что людей не обмануть. Вот эта история с Плохотнюком, с этим Кульком и так далее, он стал ненавистным человеком для людей. Поэтому и проиграли все. Майя Санду бы никогда не стала президентом. Она человек, который ей противопоказано вообще заниматься политикой. Но сегодня у господина Додона есть свой рейтинг, у него есть свои сторонники на левом фланге, и у него неплохой рейтинг. Это очень плохо, что люди на левом фланге не находят достойного человека, потому что от этого проиграют все. Левые партии, а люди, которые живут с такими идеями, левыми идеями, они, я думаю, что они заслуживают намного лучше. Я не понимаю вот этот их выбор. Хорошо. Я не понимаю. Хорошо. А что вы можете сказать про Филата? Вы видите, что он активизировался в последнее время? Я про Филата вам скажу, что Филат доказывает, что есть жизнь после смерти, хотя бы в молдавской политике есть жизнь после смерти. Он доказывает, он показывает темную сторону этого народа. Если я имею в виду сегодня этнических молдаван, этнических румын, он показывает именно вот эту темную часть этого народа. И если молдаване еще раз повернутся к миру этой темной частью, то нам скоро света не видать. Такие люди, как Филат, они представительны, но они представляют вот эту темную часть, темную сторону молдаван. И я очень боюсь, что я не говорю сегодня, что у Филата нет шансов. Я просто боюсь, что такие люди, как Филат, могут вернуться в политику. Я думаю, что у меня есть меньше шансов, потому что я людям говорю правду, а правда это, конечно, не правда в последней инстанции, это моя правда, это моя субъективная правда, а я честно говорю об этом. А такие люди, как я, невыбираемые, люди меня слушают, но выбирать не выбирают, а я не готов, и я никогда не буду идти на поводу людей, потому что я не считаю, что, пусть меня простят люди, которые болеют, скажем, сахарным диабетом, а если бы я поступил как эти политики, я должен сравнить себя с доктором, который лечит сахарный диабет сладостями. Я этого не хочу делать. Пусть люди кидают меня камнями, пусть люди плюются, пусть люди меня не воспримут, а я скажу то, что я считаю правдой. А Филат будет вот как масло мажет
он так будет мазаться на хлеб этих молдаван. Я в ужасе от этого, что Филат имеет наглость вернуться в политику. А если он имеет наглость вернуться в политику, значит, созданы условия для этого. А условия создала вот эта некомпетентная власть, Майя Санду и все ее сторонники. Но Майя Санду – это ученица господина Филата. По большому счету, да, они выходцы из этой партии, они были вторым эшелоном, который, да, конечно. Поэтому когда я говорю о темной стороне нашей сущности, я говорю о Майе Санду тоже, потому что они одна партия. То, что они поссорились, это ни о чем мне не говорит. Почему господин Филат так критикует госпожу Санду? Да, потому что у него есть чувство очень большой фрустрации по отношению к ним. Это же его ученики, вы сказали об этом, он их ненавидит. Он им мстит, на ваш взгляд? Он не только мстит, он прагматичен в этом смысле. Он не только мстит им, может быть и мстит, но он хочет вернуть награбленное в мозолистые руки. Он считает свои руки мозолистые. Мозоли он получил от воровства. И он хочет вернуть себе то, что они у него украли. Они у него украли. Они у нас тоже украли. То есть они украли у него партию. Они у него украли все, что у него было. И он хочет себе это вернуть. И я не исключаю, что при такой слабой власти, при такой некомпетентной власти, у него есть шансы. Но это я говорю как о катастрофе. А у Плохотнюка есть шансы вернуться? Нет, когда мы говорим о Плохотнюке, Плохотнюк не представительный для молдаван. Он был стрессом для молдаван. Он брал все нахрапом, наездами и всем остальным. Я не думаю, что Плохотнюк, так как мы его знали, существует. Я думаю, что существует некий другой турецкий гражданин, который имеет другую фамилию, может быть, он изменил отчасти свою внешность. Он не заинтересован уже вернуться в Молдову, потому что если бы он был заинтересован вернуться в Молдову, он сделал бы, как многие его соратники, скажем, как Андронаки, который вернулся в Молдову для того, чтобы решить свое уголовное дело. Он бегал куда-то, а потом он сказал: а власть слабая, а чего я не вернусь в Молдове? Ну, посижу, отдохну в тюрьме месяца-два, потом дома отдохну под домашним арестом, а потом выйду на свободу и решу все свои проблемы. Зачем мне быть беглецом? И он вернулся, и многие вернутся вот так из той власти Плохотнюка. А сам Плохотнюк, я не уверен, что Плохотнюк когда-нибудь вернется и что он заинтересован как-то вернуться в Республику Молдова. Господин Шор вернется, на ваш взгляд? А господин Шор тоже не заинтересован, я думаю, вернуться в Республику Молдова. Чтобы вы понимали, что такое господин Шор. Господин Шор является банком для черной кассы Молдовы, для всех, для торговли наркотиками, для других темных дел в Молдове. Он всегда сохранял деньги, отмывал эти деньги всех мафиозных структур в Молдове. И в нем есть надобность, чтобы он был там, где он находится. А то, что он здесь как бы воюет, он за себя воюет, не за гагаузов, не за людей из Аргеева или из других мест. Это человек, который вот решил себе такую судьбу. А молдаван он не боится, молдавских властей он не боится, потому что тогда, когда молдаване это дело передадут израильским судам, он останется без этого уголовного дела, потому что это уголовное дело сфальсифицировано. Так же, как сфальсифицировано дело против Филата, против Дадона и так далее. У нас нет реальных дел против тех, которые совершали деяния при власти. Это сфальсифицированы дела. Ими же может быть сфальсифицировано отчасти не Филата. Против Филата возбудил уголовное дело Плохотнюк. А Шор, я думаю, что он
руководил этим всем, он туда включал некоторые материалы этого дела, чтобы потом доказать, что это дело сфальсифицировано и так далее. Мгм. А как вы смотрите на то, что представителям партии ШОР, которые занимали какие-то государственные посты, не могут больше баллотироваться, да, согласно последнему решению парламента на пленарном заседании? Это глупо, это бездарно, потому что ШОР со своими ресурсами вернет этих людей во власти, потому что так как они решили вы знаете, как решили они этот вопрос? Извините, конечно, за это сравнение. Еще в те времена было такое сравнение. Да, нет, не буду говорить, мне кажется, это не то, что пошло, но не буду это говорить. Если То есть, пошло, не надо. И я, кстати, хочу это не напомнить... пошло, но не хочу говорить. Это не пошло, но не буду. Не буду это сравнение приводить. То есть они бездарно это все сделали. Они бездарно, просто бездарно. Эти люди с ресурсами ШОРа вернутся во власть. То есть им надо было воевать с этой партией политическими методами, а не так, как они воюют, юридическими уловками. Ну, все-таки это решение, оно же не конституционное. Ну, Понимаете? Я тоже считаю, что она неконституционная, но я не конституционалист, я не Ну, в законник. Конституции прописано, что каждый человек, гражданин, имеет право избираться и быть избранным. Да, я тоже так считаю. Я тоже так считаю, Ну, но я не буду говорить неконституционное, потому что это неправильно с юридической точки зрения. Но мы можем так сказать, что она неконституционная, да. но это наше мнение. Тем Да, более это я юрист, тем я не больше. понимаю, как решения парламента могут противоречить Конституции, которая является высшим законом для страны. Да, я тоже считаю. Господин Макану, я, кстати, хочу нашим телезрителям напомнить о том, что мы на республиканском канале, и все, кого мы сегодня обсуждаем, о ком мы говорим, о ком говорит наш гость, мы всем готовы предоставить право на реплику, могут связаться с нами, и в это же время мы предоставим желающим сказать, да, также сказать свое мнение. Господин Макану, а что вы можете сказать о господине Усатом? Ничего не могу сказать пока. Ничего не могу сказать. У него есть шансы на какие-то политические, так скажем, успех? Я не знаю. Усатый был ярким, очень ярким. За ним шли часть молдаван. Сейчас я не уверен, я не знаю. Мне очень трудно сказать. Если вы мне разрешите, я хочу закончить логически вот то, что я вам рассказывал про этой партии власти, и то, что они творят в Гагаузии, и то, что они творят в реформах юстиции и так далее. Я считаю, что... Я закончил про Усатого, я не знаю, просто не знаю, я не уверен. Ярким сейчас я не знаю. Это как бы его третье возвращение, я не знаю. Вы знаете, мне кажется, что для партии власти, для Майи Санду в частности, для партии власти приближается идеальный шторм. И этот идеальный шторм их сметет с политической арены Республики Молдова. И мне кажется, что это может случиться этой осенью. Этой осенью состоятся местные выборы. Я уверен, что на эти местные выборы они проиграют, очень крупно проиграют на эти местные выборы. А кроме этого, если это случится в тот же момент, когда они проиграют, если возвращение Стояноглу случится в тот же момент, то для них это обернется очень большой катастрофой. Ту катастрофу, которую они устроили для этой всей республики, она вернется в трехкратном, десятикратном размере против них. Потому что... Вы уверены в том, что, господин Макану, секунду, вы уверены в том, что Стояноглу вернется на пост генпрокурора? А я не вижу другого выхода. Понимаете, я сейчас объясню. Я говорил с некоторыми моими друзьями на Западе, когда арестовали Стояногла. Я тогда, вы помните, я уже говорил о том, как я тогда, я считал, что Стояногла это выход
ситуации, которую нам... Вы были на митинге, да, вы действительно Да. выступали публично в его защиту. А почему я это делал? Потому что я уверен, что Стояноглу честный человек. Я уверен, что Стояноглу очень хороший профессионал, хотя я лично Стояноглу не знаю. И еще один плюс у Стояноглу, что он для молдаван чужой. Он не ходил с молдаванами в сауну, он с ними не тусовался, он с ними не крестил детей и так далее. А чужой всегда лучше вот в этой ситуации. Чужой не в том, что он чужой, а в том, что они его считают чужим. И в том смысле, что я тоже чужой для молдаван. И поэтому, может быть, я поддерживал и с этой точки зрения Стояноглу. Чужой в смысле, что он не завязан на эти все мафиозные кланы и так далее, родственными связями и так далее. А Стояноглу вернется, потому что и у него воля есть вернуться. Я когда объяснял моим собеседникам на Западе, я говорил, вы понимаете, что по сущности против Стояногла ничего нет. Они говорили, не дай Бог, они говорили, мы должны верить партии власти, а если там по существу ничего нет, то тогда для них это катастрофа. Они верили им, что там, наверное, что-то Стояногла в действительности сотворил, и поэтому они должны были верить как бы партии власти. А они тогда еще говорили, если это не так, то для них это катастрофа. А это не так. И все понимают уже, в Брюсселе уже есть некий non-paper, который говорит об этом, то есть неофициальный документ, который они знают просто, что здесь творилось. И решение ЧЕДа, она не может быть по-другому, чем дадут, то есть что Стояноглу будет оправдан. Потому что там было нарушено все, что можно было нарушить. А его сняли по политическим мотивам и арестовали его по политическим мотивам. Но ЧЕДа может очень долго рассматривать. А ЧЕДа рассматривает этот вопрос в ускоренной процедуре. Единственное, почему они еще не приняли решение, это потому, что правительство это оттягивало. И они не могли принять решение, потому что эти просили новые сроки для того, чтобы предоставить новые документы, а в этих документах не было ничего и так далее. А в этом году эта проблема решится, до Нового года 100% решится, потому что они уже исчерпали весь свой ресурс по оттягиванию этого дела. Когда они здесь принимали законы для того, чтобы адвокаты Шора не могли оттягивать процесс Шора, то они в тот же момент занимались тем, что они оттягивали процесс Стояногла. Вот этим они занимались. И Стояноглу выиграть ЦЕДа по ускоренной процедуре. Если это совпадет с их проигрышем в местных выборах, то мы, скорее всего, увидим вторую серию того фильма, когда мы наблюдали, как бегали из Республики Молдова Плохотнюк, Шор и все их подельники. Так эти будут бежать с Молдовы. Не потому, что Стояноглу, извините, только закончу, не потому, что Стояноглу будет им мстить, а потому, что в момент, когда вернется Стояноглу, против них начнутся реальные дела по деяниям, которые они совершили в это время. Вы сказали, я уверен, что Стояногла честный. А вот Майя Санду, она честная или нет, на ваш взгляд? А это даже не имеет уже никакого значения. Честная, почему? Да потому что она маниакально гробит эту страну. Это уже, я не знаю, если она честная или нечестная. Я действительно не знаю. Во всяком случае, она мне не кажется алчной, что она... Но вы за нее агитировали на выборах. Я не агитировал, не надо. Я никогда за нее не агитировал. Я в тот момент, когда уже было понятно, что нет, на президентские выборы я вообще ничего не говорил про нее. Я не голосовал за нее. Я не был на этих выборах, чтобы мне в упрек не ставили. А на выборах уже, когда партия ПАС выиграла выборы, парламентские, да.
парламентские. Я просто своим сторонникам сказали, если вы можете идти проголосовать, идите, а я не могу. Я вот это сказал. Я это сказал. Это не означает агитация. Это означает себя позиционировать так, чтобы потом этим людям упрекнуть то, что они неправильный выбор сделали. Я тогда еще был уверен, что они неправильный выбор сделают. Но я им сказал, если вы хотите, идите, я не могу этого сделать. Но все равно вы тогда, я не могу сейчас вас процитировать, но я слежу за вами также, господин Маканов. Вы тогда говорили и агитировали, вы были на стороне ПАС перед парламентскими выборами. Пожалуйста, не говорите так, потому что это неправда. Я никогда за них не агитировал, я никогда за них не голосовал и никогда не говорил людям, идите и голосуйте за нее. Я еще раз повторяю то, что я людям сказал в последний момент. Сказал, если вы можете, идите, а я не могу. Это не агитация. Просто сейчас, знаете, многие есть такая мода. Рената Усатый не агитировал, он просто говорил, что она честная. Он просто ей букет желтых роз принес. То есть... Я вас уважаю, и, пожалуйста, давайте уважать друг друга. Я не агитировал за них. И мне как бы привязать слова, которые я не говорил, не надо. Я не Усатый, я не другие, я Серджо Макану. А Серджо Макану, извините, что я говорю про себя в третьем лице, Серджо Макану никогда за Майю Санду или за ПАС не агитировал. Единственный раз, когда я поддержал Майю Санду, это тоже надо сказать, это был политический момент, политическое решение, когда про нее никто ничего не знал, и когда партия Филата предложила ее на пост премьер-министра. Это при Плохотнюке еще было. И тактический шаг, который мы тогда сделали, он был правильно. Я тогда ее тоже не знал, но она была анонимным тогда министром. Это единственный момент, в котором может мне кто-то упрекнуть, что я как бы поддержал Майю Санду. Они ее тогда предлагали, но Филат не хотел, чтобы она стала кандидатом. А я тогда, идя против Филата, сказал, а может действительно эту министра сделать премьер-министром. Против Филата это был. Больше я никогда не агитировал и не ратовал за них. Хорошо. И чтобы мы закрыли тему с политиками, господин Кико, есть у него какие-то перспективы? Это тоже темная сторона молдаван. Он тоже в неком роде представительный. Я не знаю, какие у него шансы. Есть такой политик. Я таких политиков не уважаю. Я таких политиков критиковал всегда. И буду критиковать. Это не тот человек, который может сделать что-то доброе для молдаван. Это тоже из тех политиков, которые будут кормить людей сладостями и не говорить людям правду. Это лукавые политики, это люди, которые заботятся только о своем рейтинге и не ведут людей за собой, а стараются примазаться к людям, вот так как хлеб, как на хлебе мажешь масло, вот так их можно мазать на душу этих людей, чтобы люди за них голосовали. Господин Настасий не вернется уже. Ваш любимый политик. Уже-то вы точно мне говорили в одной из программ, что вам его будет очень не хватать. Вы мне лично жаловались и говорили. Он мне не хватает, а потому что я конечно, это шутка про Анастаса, что он мой любимец, потому что я таких политиков, таких колоритных политиков был у нас только, царство ему небесное, Мацпан. Это действительно очень колоритный, банальный политик. Вот банальность у этого политика была возведена в ранг политики, да, то есть столько стоит только его высказывание, что его программа – это пирамида этим углом вверх, или как это сказать по-русски? Бонусом вниз. Да, не, вверх он сказал. Это больше банальности, чем это нету. То есть это был колоритный глупец в молдавской политике. Глупец.
Господин Макану, я хотела бы еще очень много, мне очень нравится с вами обсуждать фамилии людей и так далее, потому что это очень красочно, интересно всегда с вами. Но времени у нас не так много, поэтому давайте мы поговорим о ваших планах. 5 ноября пройдут местные выборы, выборы в местные органы власти. Будете ли вы куда-то баллотироваться? Нет, мы будем заниматься только партийным строительством, потому что у меня есть объяснение, почему мы не участвуем, потому что мы считаем, что эти выборы без очень серьезной реформы местной администрации нельзя было проводить. Эти люди, которые пришли к власти, поэтому это государство является уже несостоявшимся, потому что местная власть не может выполнить свои задачи вот при таком раскладе. У нас есть села, в котором голосуют 200-300 человек. Невозможно строить местную власть при таком раздроблении вот этой власти. Нужна была сначала территориально-административная реформа в Республике Молдова. Если бы мы ее сделали, у нас была бы уже другая ситуация. Я не хочу участвовать в таких выборах. Ни в районах, ни в селах, потому что это просто путь в никуда. Мы занимаемся партийным строительством. Мы занимаемся строительством Второй Республики, которая через учредительное собрание провозгласит Вторую Молдавскую Республику свободной и с ресурсом для того, чтобы эта страна, не страна, чтобы это сообщество людей, объединенное сообщество людей, я не хочу никого оставить за бортом, и все люди, живущие в этой стране, должны, я как политик считаю, что я должен им дать шанс. Они воспользуются этим шансом, это уже их проблема. Если они не воспользуются этим шансом, воспользуются, наверное, другие, может быть, их дети. А я буду знать, что я делал то, что я считал правильным делать, а не мазался, как масло на хлебе, не примазывался к этим людям, не кормил их сладостями, если они болели сахарным диабетом. Потому что это кощунственно, потому что это неправильно. Политические лидеры должны быть лидерами и людей вести за собой, а не говорить, а вот Матуша Ильяна или тетя, знаю там, Оля, вот думает вот так, я буду прислушиваться к тому, что говорит тетя Оля, потому что она знает, как строить государство, она знает, как строить администрацию. Она не знает этого. Она знает, что ей нужно сегодня накормить своих детей. А как это сделать? Должен ей политик сказать. И должен сказать ей, сказать ей прямо, сказать так, как нужно, как говорит доктор, когда имеет перед собой пациента. Если коротко, система ветинга, приветинга, почему она не работает? Почему заморские генпрокуроры не могут все-таки, вот мы не можем сдвинуться с мертвой точки? Если я не права, вы меня поправьте. В реформах действительно таких, как мы видели. Почему такое происходит? Да потому, Нина, потому что это не реформа, это пародия на реформу. Мы должны были реформировать, и мы должны реформировать юстицию. Надо начинать с дел, вот так, как начинал Стояноглу, не с людей, а с теми делами. Вы понимаете, что у нас судопроизводство, вот это все, то есть у нас есть люди, большинство людей, которые сидят сегодня в тюрьмах, которые были осуждены по сфальсифицированным делам. То есть прокурорам и судьям вот эта практика. А им легче судить человека по сфальсифицированному делу, чем доказать ему вину. Я не говорю, что эти люди не виноваты. Я говорю, что их посадили в тюрьму по вымышленным делам, им не доказали свою вину. И надо было начинать с этих дел. Сегодня дело кражи миллиарда, оно ни к чему не приведет, потому что
там есть один из случаев, есть некий судья, который сфальсифицировал больше 20 уголовных дел, его арестовали, он умер в тюрьме, а прокуроры и судьи судят дальше Андронаки, Шора и других на базе тех дел, которые сфальсифицировал тот судья, который умер в тюрьме. Все об этом знают. Эту практику надо прекратить. С этого надо было начинать реформу юстиции. А они при этом, ветинги и приветники, даже не рассматривают дела этих судей. А все люди, которые были осуждены в период захваченного государства, все судятся дальше. И эти люди дальше являются жертвами этой системы. А то, что делает Майя Санду, это, я не знаю, на психологическом уровне это какой-то сдвиг в ее уме и все. Это ничего не имеет с реальностью. И у нее, к сожалению, в Молдаване, то есть в Молдаване я говорю про всех, и про гагаузов, болгар, русских, которые голосовали за них, потому что видно, что за них проголосовали больше, чем те, которые вообще голосуют за право. Те люди, которые проголосовали за нее, они должны думать очень серьезно над своим голосом, как они вообще голосуют, потому что в этот раз они проголосовали за человека, который не имеет связи с реальностью. Господин Макану, к сожалению, остается только чуть больше, около 2 минут. И если вы хотите что-то сказать нам, да, как-то до свидания, то я предоставляю вам это слово. Спасибо, Нина, за ваше приглашение в вашем эфире. Я приду каждый раз, когда вы меня позовете. Я уважаю то, что вы, как журналист, даете говорить даже людям, с которыми вы не согласны. И это правильно. Я говорю для несогласных. Но которых я уважаю лично, то есть у которых я знаю их личностные качества, человеческие качества. И я сказала в начале программы, я знаю вас давно, я знаю вас как человека честного, порядочного, принципиального. И поэтому... Если бы журналисты в этой стране действовали так же, как и вы, я был бы, наверное, интересен для их телевидения. Я говорил и на других молдавских каналах, где меня не приглашают, потому что я говорю против власти, которые они любят, в которые они влюблены. Я говорю против их иконы Майи Санду. Спасибо большое, господин Макану, за интересную беседу. Я думаю, что мы еще с вами обязательно встретимся. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, в эфире была программа «Большая игра». С вами была я, Нина Димогла, а также известный молдавский политик Серджио Макану. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь вместе с ГРТ.